Короче, я сейчас злюсь, мне надо порычать. Можно я порычу, да? Это будет новый джингл подкаста. Башкирский выпуск. Андагала. Салам! С вами подкаст Андагала о людях, делающих интересные проекты в регионах. Начинаем 3-й сезон, и сегодня мы в гостях в Уфе, где недавно открылась выставка художника Праскевити. Выставка открылась в посольстве Музея современного искусства «Заман». И сегодня у меня в гостях директор этого музея Алия Ахмадуллина. Добрый день. И куратор и художник Дамир Нилумтах. Привет, привет. Очень волнительно делать, конечно, выездной выпуск где-то в другом регионе. В принципе, чуть-чуть, наверное, похоже на то, что вы делаете со своей резиденцией «Стоянка». Может быть, вкратце расскажите нашим слушателям, что такое вообще «Заман», чем он занимается? Ну, я предлагаю Алие начать это, как руководителю. Было сложное утро сегодня. Да, просто я недавно посмотрела Reels, где презентуют в Нефтекамске новую институцию. К слову, и чиновники сидят, и вот молодой, заряженный, креативный человек говорит: вот, будет то-то, искусством будем заниматься. И чиновница такая... И я вот думаю, это примерно то же самое, что вот... Вдох сожаления? Нет, вдох может быть вот этот всеобъемлющего, наверное, общего непонимания, чем занимается институция современного искусства. Ну да. И, казалось бы, вроде мы занимаемся искусством, выставки делаем, а вроде исследованиями, а вроде лекции, а вроде вот выезжаем куда-то. И как одним словом объяснить то, чем мы занимаемся, наверное, мы определили себя как институцию именно. То есть мы системно работаем над тем, чтобы исследовать, развивать, создавать какие-то взаимосвязи между теми регионами, которые нам интересны. Это регионы Урала, Поволжья. То есть мы находимся в Уфе, но на данный момент музея нету как такового, как здания. То пространство, которое есть в арт-квадрате в Уфе, оно больше... Это выставочный зал, такая репрезентация тех проектов, которые мы делаем, и музейный магазин там. А в принципе, по большому счету, это очень большое количество, более 10 проектных команд, которые работают креативным, наверное, тем продуктом и думают, какую форму этот продукт может выбрать для того, чтобы стать понятным для наших зрителей, для тех, кто интересуется искусством, в принципе. Ну вот сразу хочется определить, что вы себе очень четко ставите территорию интереса вашей институции, да, это вот Башкортостан, Татарстан, Чувашия, Удмуртия, Мариэл. Интересно, что также Самарская, Челябинская, Оренбургская области, Пермский край. А почему вот выбрана конкретно такая география? Ну, мы когда только формировались, и, в принципе, мне кажется, насколько я помню, это меценат определил эту территорию. Это да. раз. И второе, это языковая, да, среда тюркская? У нас общая, да, языковая среда, общая историческая среда, общая, скажем, мифологическая даже, я бы сказала, среда. Плюс мы достаточно близко находимся друг к другу, но взаимосвязи у нас не выстроены, потому что мы о друг друге мало что знаем. Согласна. И, например, на территории Республики Башкортостан очень много живут чувашей, марийцев, удмуртов, татар и других народов, которые являются не диаспорами, а они прям, это их территория, их жизнь, да, из поколения в поколение так исторически сложилось. И нам, естественно, и интересно, наверное, исследовать вот те тонкие нюансы, почему мы на друг друга влияем, как вообще так сложилось, что мы находимся на одной территории с точки зрения искусства, как вообще вот эта близость наша отражается в искусстве. И плюс очень важно еще понимать, что когда Мир сказал, что это меценат определил, у нас частная меценатская институция, и то, что интересно нашему меценату, это было искусство Урала-Поволжья. И мы были приглашены с Дамиром уже заниматься музеем, и так сложилось, что мы все сошлись по ценностям, и это вот важно, что мы вот когда приезжаем в новые регионы, да, в ту же Чувашию, когда мы приехали, когда я первый раз на биеннале, я удивилась, я думаю, это так рядом,
с Башкортостаном, с Уфой, но при этом так далеко. Мгм. Это интересно вот эти вот ощущения ловить. Ну, почему я в том числе спросила, потому что есть, я согласна, вот эта вот какая-то дистанция, то есть вот я живу в Чувашии, у меня есть там Мариэл рядышком, Татарстан, и как будто бы вот это то, что близко, то, что вы вот соседи общаетесь. Вот уже в Уфу, в Самару, куда-то дальше нужно ехать, и это уже что-то более холодное по связям, что-то менее знакомое, что-то такое. Зачем ты, наверное, даже и не следишь обычно. И здорово, что вы какие-то связи вот налаживаете. Мы сейчас стоянку с Дамиром обсуждали, что это тоже такой интересный эффект присутствия, взять, приехать, начать что-то делать на абсолютно незнакомой вам, да, территории, и пытаться как-то и выстроить, наверное, горизонтальные связи, которые почему-то не так хорошо сейчас налажены. Не знаю, почему так сложилось. Ну, вы знаете, вот если по поводу той территории, которая незнакома, даже 2 года там назад, да, Дамир, мы делали проект в Удмуртии и в Ижевске. И интересно, как там складывались эти взаимосвязи, что мы, во-первых, у нас есть такой глобальный принцип, что мы не приходим туда, куда нас не звали. И это для нас важно. Вот Чебоксары, в Чувашию нас Юля позвала, Чувашская биеннале, которая занимается, Константинов, да. В Удмуртию нас Вера Вахрушева звала. И вот благодаря этим людям, которые уже становятся, наверное, на месте теми коммуникаторами, да, или теми проводниками, вот правильное слово, проводниками, которые, и о нас рассказывают местным, и нам рассказывают о местных, и складывается вот эта вот теплая история, и это вот то, чего бы мы хотели в будущем, когда мы заходим в другие интересные нам регионы. Классное правило, что вы не приходите, пока вас не позовут, такое вежливое, да. А есть у вас еще, может быть, какие-то ваши такой негласный, может быть, кодекс взаимодействия с сообществами, со своим местным, здесь вот уфимским, условно говоря, если так можно сказать. Если я не права, смело поправляйте. Может быть, с соседними какими-то? Ну, во-первых, у нас есть точное понимание, что мы транслируем то, что центр там, где мы. То есть мы не ориентируемся на какие-то извне явления или, как сказать. Я как-то была в Казани на дискуссии об институциях волжских, и там были представители смены Казани, Кирилл Маевский, Кристина Горланова представляла в Нижний Новгород в ИКСУ, Сергей был из галереи Виктория, Самара, да, и, получается, коллеги из Волгограда. И вот они обсуждали то, куда стремятся художники и вообще куда смотрят институции в этих городах. И вот Самара и Волгоград четко дали понять, что они стремятся в Москву. Они хотят работать в Москве, их художники хотят попасть в выставки в Москве, на выставки в Москве, работать с куратором московским. У Нижнего Новгорода и у Казани немного иная ситуация. А я сидела и думала, что мы вообще не ориентируемся на Питер, на Москву, и что центр там, где мы. Нам интересно свое искусство, нам интересны свои художники, нам интересны свои институции, и делать какие-то разные коллаборации или да просто познакомиться, дружить городами, институциями, семьями, как говорится, командами. Вот в этом больше интерес. Я соглашусь. А по поводу еще каких-то там негласных правил, я думаю, они, наверное, вылезут тогда, когда вот мы темы какие-то определим, потому что их на самом деле много, да, вот, Алия? Но вот так вот я не могу вспомнить, что еще. Ну, понятно, что какие-то там базовые сценарии, где мы строим все от себя. Если есть у тебя в команде, вот у нас и меценат всегда, и Алия, и я как бы команде транслируем то, что если вам это не интересно, мы этим не занимаемся. У нас нет такого, что мы спускаем сверху, занимаемся вот этим. Тренды какие-то, да, следуем? Ну да, и тренды, и вообще, в принципе, если у нас и менеджеры собираются, мы объявляем, есть проект, кто хочет, давайте участвовать, кто нет, то нет. Вот. Это очень сильно фильтрует то, чем мы занимаемся, и то, во что это превращается в конечном итоге, потому что если у тебя нет любви, нет интереса, то этот проект, в принципе, не является таким вкусным,
И, в принципе, люди это чувствуют, когда ты делаешь это что-то ради того, чтобы сделать. Сейчас сразу два вопроса возникло. Вот и Галие, наверное, как руководителю чуть больше. И тут, может быть, и Дамир подскажет свою историю. Вот я поняла, что вы такие центричные, на себя ориентируетесь. А как подбирается команда? Как вообще вот найти куратора в таких условиях? Потому что чаще всего там очень простой путь, да, кого-то из Москвы себе пригласить или там из какого-то другого успешного города. И вот как скажет этот человек, так и делать. А вот вы как будто бы вот и растите на местах, может быть, да. Пыталась что-то про Дамир прочитать. Он, по-моему, вот переехал в раннем возрасте в Уфу, и здесь ты вот развивался, двигался, и как-то вот тоже пришел к кураторству. Как вообще вот собирать команду на такие оригинальные проекты? Я сразу начала улыбаться, потому что вспомнила, что наши кураторы Маша Сарчева и Шамиль Шаев, они тоже работали в Москве в те периоды, когда мы начинали. Но для меня вообще было базово, что у нас есть ориентир на то, чтобы возвращать домой тех, кто работает в искусстве, потому что та ситуация, которая сложилась годами, что в Уфе культурным работникам негде развиваться, в основном это только государственные музеи, или это может быть самоорганизация, но самоорганизация без финансирования долго не продержится, да, и в итоге многие, разочаровавшись или не найдя здесь какого-то, наверное, места своего, себя, уезжают. И, естественно, уезжают в большие города. Ладно, если они уедут в Екатеринбург, Нижний Новгород и Казань, это те же столицы регионов, и там как бы схожая с нами ситуация, но при этом очень большой выбор с точки зрения культуры, потому что и тот же Екатеринбург, тот же Нижний Новгород, они в свое время и даже сейчас, возможно, делают повестку в сфере культуры, там проводят ярмарки, там есть институции, музеи, и не только государственные. И это для развития города и региона это хороший показатель. А те, кто не уезжает туда, уезжают или в Питер, или в Москву, или вообще покидают страну. И когда мы начинали, естественно, я сделала такой небольшой аудит, кто есть в Уфе или кто выходец из Уфы. Мы с Дамиром там, с Матмарсичем обсуждали. В итоге я обратилась к Маше Сарычевой. Она работала в то время в Третьяковке. И я говорю: Маша, будешь нашим куратором Юлдаш, тем, кто как бы работает с командой. Изначально даже не было речи о программе какой-то, еще о чем-то, и не было вообще никакого состава кураторов. Мы просто интуитивно собирались, наверное. И у нас в Уфе Дамир и Динара Раскильдина были, Шамиль с Машей из Москвы, и через 2 года к нам Юра из Ижевска присоединился. И вот у нас, по сути, такая сложилась коллективность, но при этом нас объединяет, наверное, мы очень много разговариваем с кураторами, и нас объединяет то, что нам важно, что Заман вот сейчас, в данное время, существует и делает то, что делает. Вот, наверное, очень пространно это звучит, но нам, каждому из нас, важно сделать свой вклад в построение или в создание первой институции современного искусства в Уфе. Что скажешь, Дамир? Я с тобой согласен. Я просто вспоминаю, как это все начиналось. Тогда вообще не было, да, вот Алия правильно сказала, не было цели создать там кураторский состав, как это есть сейчас. Тогда мы просто начали собирать по крупицам тех, кто вообще, в принципе, как-то связан с искусством в Уфе и за ее пределами. И вот начали, Алия вспомнила Машу, потом мы как-то, не помню, добрались до Шамиля, просто начали выстраивать диалог, давайте будем что-то делать. Потом появилась Динара, приехал Юра на выставку, и как-то вот так все закрутилось. Но тут Алия тоже правильно сказала, что есть ценности, и мы когда вот с этими людьми общаемся, мы примерно понимаем, что этот человек нам близок или нет. Мы чувствуем, есть у него любовь к родному месту. И только вот если эта любовь есть, то мы понимаем, что этот человек сможет что-то сделать. И понятно, что никто не забывает про бэкграунд его в культуре и образовании, чтобы мы на одном языке разговаривали. Так интересно, потому что вот я, условно, сейчас уже 2-й год нахожусь в Чувашии,
и то, что у нас есть много молодых художников, там какие-то появились художники уже после первой биеннале, может быть, сейчас после второй что-то получится. И, к сожалению, складывается такая ситуация, что художники часто, даже если договариваются с какими-то площадками о выставках, они сами готовят выставки, сами придумывают себе концепцию, все вот эти вот какие-то экспликации. И такое вот ощущение, ну, как бы, там как будто бы и нет кураторов, и как будто бы и людям не понятно, зачем они нужны. И это так, наверное, тяжело для художников самих вот это все свое представить и для зрителей, потому что ты попадаешь в немножко хаотичный мир вообще такого творческого видения самого художника, да. Насколько вообще важны кураторы? Может быть, вы можете объяснить нашим слушателям, потому что в основном будут слушать жители Чувашии, и как-то вот кто такие кураторы, да, для чего они нужны, для чего они важны? Давай я чуть-чуть начну. Мне кажется, то, что ты описала, в принципе, и в Уфе эта история присутствует. Есть параллельно сейчас идет много выставок, где художники сами себя курируют. Тут вот Алия правильно сказала, что чем вообще институция отличается от кучки ребят, которые раз собрались, что-то сделали. Это системная история. У институции всегда есть система, и она работает по этой системе. И, в принципе, мне кажется, тут куратор, он часть этой системы, он, во-первых, первое, он, наверное, собирает эту идею, и художник, он является тем, кто транслирует эту идею и реализует ее. Куратор, мне кажется, здесь он такой, как собирательное звено, объединяет и, ну, наверное, дает понять и зрителю, и художнику о том, что вообще хочет сказать художник. То, что ты описала, о том, что люди там собираются, делают все самостоятельно, тут, наверное, еще есть важная деталь. Куратор не обязательно тот, кто это все делает руками. Он тот, кто описывает идею, собирает это все, осмысляет. Да, правильно, осмысляет. А вот у нас есть еще параллельно какая-то куча людей, которые участвуют в команде, которые формируют эту выставку и собирают ее. Это дизайнеры, это менеджеры. Менеджеры — это вообще отдельный мир. Мне кажется, на наших менеджерах вообще, в принципе, строится заман. Это такие столпы. Я вот вспоминаю разговор с Машей Сарычевой, которая всегда говорит, что ей важно работать в замане, потому что она привыкла даже как куратор работать в одиночку, и многие художники, они просто не знают, как по-другому. Они работают в одиночку, потому что у них не было опыта коллективности, когда кто-то им может помочь собрать их концепцию, когда кто-то сможет донести главную мысль из всего, когда кто-то сможет, как менеджер, например, от договоров до того, как приземлить там выставку, поговорить с подрядчиками и тому подобное. И вот именно сила институции в том, что мы обладаем этими ресурсами, когда художник попадает в руки к заботливым кураторам, и кураторы, они его так вот ведут до конечного результата. И Дамир в этом плане вот четко сказал, что вот эта вот связь между куратором и художником, она всегда как бы такая очень интимная, возможно, даже, и очень трепетная, потому что вот наши кураторы всегда на стороне художников. У меня бывает иногда контраргументы, что нет вот институции, и мне говорят: Алия, художник важнее. Я представляю, наверное, больше интересы институции как руководитель, и всегда мы так тонко балансируем, чтобы всем было хорошо, если вот можно вот словом «хорошо» описать ту ситуацию, которая создается вокруг всей этой нашей работы. По поводу команды, та же команда продакшена, у нас их там человек 10, наверное, в команде, которые, вот можно сказать слово, обслуживают выставку. Это большая, огромная, гигантская работа для того, чтобы та работа, которую проделал куратор с художником или коллектив кураторов с коллективом художников, чтобы это все сделалось видимым, и об этом узнали все остальные. И вот кроме менеджеров, которые... Я вообще считаю, что вот у нас сильная наша сторона замана — это как раз-таки менеджерская то ли школа, то ли, не знаю, как это направление, потому что наши менеджеры, это те люди, которые как бы формируют настроение, наверное, институции. Потому что это вот такое иногда невидимое звено, которое
и с куратором держит связь, и с художником, и с подрядчиками, и с руководителем, и с финансовым отделом, и с теми же, и с клинингом, и со всем. И то есть вот это просто ядро, на котором все держится. Плюс, кроме менеджеров, у нас есть еще отдельный там магазин, да, те, кто занимается распространением, можно сказать, тех продуктов, которые мы в итоге создаем. У нас есть и мерч, и искусство, которое художники приносят, и игры мы начали сейчас делать на основе наших выставок. Поэтому вот эта многогранность команды, она... Я не знаю даже, где об этом можно как-то рассказать, раскрыть, но у нас есть главное правило при найме. Вот если так назвать, найм, да, то есть те, кто приходит в команду, это правило ввел наш меценат. Марат Марсович сказал: Алия, пусть те, кто приходит в нашу команду, хотя бы хоть как-то один раз сделали хоть один проект самостоятельно. То есть инициативность, что человек пробовал, сделал, реализовал. Результат, он как бы... Мы его не оцениваем, но важно, что человек что-то пробовал сам сделать. И вот эта инициативность — это главное качество ребят в Замане. Потому что мы через, наверное, этот фильтр отбираем людей, тех, кто вот присоединится к нам в будущем. Вот вы упомянули про книжный магазин. Я, кстати, удивилась. Я вчера впервые побывала в Замане, и мне почему-то казалось, что у вас оба этажа выставочных, а у вас прям вот ровно как какая-то половинка на половинку, да, первый этаж — это под выставки, а второй, достаточно большой, ну, по меркам помещения, полностью вот под книжные, под какие-то работы. Это специально так было сделано? Вообще изначально этот магазин был книжным. Это вот сейчас он музейный. Больше мы склоняемся к классическому пониманию музейного магазина. Но изначально он был полностью книжный. Мы привлекали Кирилла Маевского с командой «Смены», чтобы они нам помогли разработать концепт магазина. И проработав 3 года, мы поняли, что мы не специалисты в книгоиздании, в ассортименте. Даже если у нас команда меняется, то новые люди в команде, они, многие книги не читали, и нам сложнее продавать книги. Плюс законы, которые сейчас ужесточаются, а все книги ты не перечитаешь. Никто не может весь ассортимент книжного магазина перечитать. И, возможно, приходится сталкиваться с какими-то нюансами, и поэтому мы для себя решили, что в чем мы разбираемся? Мы разбираемся в искусстве. И мы можем сделать еще одну площадку для того, чтобы художник мог зарабатывать, потому что еще одна главная ценность для нас, что художник не должен быть голодным. Вот это очень важно. И если мы можем создать еще одну платформу, на которой есть, представлены те художники, с которыми мы работаем, то для нас это тоже способ системной работы с художником. И благодаря этому подходу у нас появился Йорт Стор. Это онлайн-платформа, Дамир вот ей занимается полностью. Это его как бы большой-большой проект. Есть вот офлайн-магазин Заман Стор и наш выставочный зал. И даже казалось бы, что вот ты заходишь в магазин, но там очень большая работа и художников, потому что есть те продукты креативные, которые сделаны по комиссиону, по нашему запросу, да, специальным для магазина, которые можно только встретить у нас, а есть те, которые мы отбираем у художников и представляем. Отвечая на твой вопрос, мы изначально запланировали делить так пространство, то есть условно 110, насколько я помню, квадратов, 50 — это музейный магазин, 60 — это выставочное пространство, потому что одна из миссий, да, у наших — это так, просвещать, делиться через магазин. Это тоже большой ресурс такой, который мы привносим в город, грубо говоря. Вот. В Чебоксарах тоже мне не хватает таких, конечно, классных мест. Я просто часто вот урывают, наоборот, у магазина пространство, чтобы, выставки там побольше показать, а у вас, наоборот, такой баланс. И это тоже интересно было отмечено.
Вообще, как вы видите, да, свои цели на, может быть, ближайшие 10 лет? Вчера читала интервью вот вашего мецената, где он там очень конкретно и очень четко говорил, что там я сейчас работаю над тем, чтобы 20-летний план финансовой работы нашей институции, то есть он там выстраивает прям свои вот эти финансовые модели, что как это потом после будет жить. Я еще удивлялась, как это, я вот не знаю, как моя жизнь 20 лет пройдет, да, тут целую институцию человек рассчитывает. Интересно у вас спросить не с точки зрения финансов, а с точки зрения, может быть, вот контента, содержания. Вы как-то тоже вот простраиваете на такие долгие сроки? И вообще, как вы планируете, может быть, работу музея на год? У нас, получается, мы для себя поставили цель, что в 2027 году откроется музей. И планируем там, что там будет зал постоянной экспозиции и зал, наверное, даже 2 зала сменяемых экспозиций. Вот. Кроме этого, там будет еще много другого, но не об этом речь. О том, что вот сейчас мы работаем в дикой гонке, если можно так сказать, из-за того, что мы для себя определили, что каждые 2 месяца у нас сменяется экспозиция. Для чего? Чтобы вот у нас есть пространство в арт-квадрате, это такая некая витрина наших проектов. И каждые 2 месяца мы показываем горожанам и гостям города, туристам, с чем мы работаем. Для нас это, конечно, очень стрессовые условия, потому что иногда подготовка выставки занимает не год и не 2. И из-за того, что у нас ограниченное пространство, ограниченные ресурсы с точки зрения времени, мы стараемся показать все самое, вот концентрацию всего, что вот мы можем. Стратегически, если рассматривать на десятилетие, то хотелось бы более, наверное, спокойно, в более размеренном темпе подходить к выставкам, к работе с исследователями, с художниками. И там уже, невозможно, мы точно уже определили, что у нас будет работа с внешними кураторами выстроена, потому что на данный момент у нас эта работа проявляется более хаотично, в зависимости от запроса. В этом плане мы держим курс на то, чтобы заниматься искусством более долгосрочно, более глубже. Вот я так могу сформулировать. Я могу добавить, наверное, как постфактум, о том, какая у нас была стратегия на тот момент, где мы сейчас находимся. То есть у нас изначально была цель находиться именно в арт-квадрате. Почему? Потому что это витрина, вот Алия правильно сказала. То есть это самое посещаемое... Здание такое, да, стеклянное, что ты можешь посмотреть. И это самое посещаемое место в Уфе. Мы целенаправленно встали именно там, потому что мы незнакомые людям институции, такой объект, который появился. И вот на протяжении, условно, еще 2 лет, когда мы откроемся в 27-м, то есть мы построили 2 года назад это здание, то есть 18 декабря будет 3 года, как мы там работаем. И вот за это время мы видим динамику, мы каждый день отслеживаем посещаемость, видим, как меняется динамика именно человека, который увидел здание и зашел в него. То есть оно пока, насколько я помню, там 40%, да? 40% увидел здание, да, у нас. Да, 40% это тот человек, который проходил мимо, увидел здание и зашел. И оно потихонечку уменьшается, но тем не менее оно все равно занимает огромный кусок такого торта всех посетителей. Поэтому мы эту динамику видим, мы понимаем, что мы находимся именно там, где и должны. И к 27 году появится у нас уже здание музея, но мы не отказываемся от того пространства, где мы сейчас находимся. Оно все равно будет таким витриной и таким демо-версией выставки. Мы так планируем, где человек увидит, здесь вот выставка, здесь часть выставки, но основное здание это вот там-то, там-то, я пойду туда, посмотрю выставку. То есть у нас в планах к 2027 году иметь 2 пространства, с чем мы будем работать. А там уже дальше будем смотреть. Наверное, там с годами мы откажемся от него. И самое главное, о чем я и Дамир не сказали, это про работу с комьюнити. Что наша главная цель — это создать вокруг Замана, вокруг институции комьюнити, и среди зрителей активных, среди волонтеров, среди художников, кураторов и тех, кто может объединиться, скажем, вместе с нами для того, чтобы дальше продвигать то искусство тех регионов, с которыми мы работаем.
Тут я добавлю еще, наверное, вот эти люди, как мы это видим, мы бы хотели, чтобы они присвоили заман себе через какие-то действия. Волонтерство через время, доноры, которые тратят какие-то ресурсы, не тратят, а дают свои ресурсы, связи, посетители. Вот. Как интересно, что у вас, получается, музея еще нет, есть вот посольство, но вы уже вышли к аудитории, уже ее цепляете, уже ее приводите, вот уже у вас узнаваемое имя, там бренд, который ты получил награды и так далее, и так далее. И по факту вы так вот плавно людей, поэтому вот приведете в 27 году уже в музей. То есть он по факту откроется только тогда, сколько работы уже сделано сейчас. Такой промо. Как открыть музей в современном веке? Ну, вообще, это даже база, наверное, сейчас. Сейчас по-другому просто открывать музеи уже не работает. По-другому совершенно у нас алгоритмы нашего сознания, вообще городские, да, работают. Поэтому мы всегда выбираем то, что нам интересно. А как мы можем узнать, что нам там может интересно, если мы с этим не взаимодействовали? А мы не взаимодействуем, потому что нас или не пригласили, или нас не заинтересовали. Это большая задача всех, наверное, институций и музеев сейчас. Это привлечение посетителей. Нам часто пишут из других музеев: а у вас какие-то события будут? Давайте что-то совместно делаем. Мы не делаем план-показатель, который спускает Минкульт по посетителям. И мы понимаем, что у нас мы вообще, у нас какая-то особая позиция с точки зрения, что мы свободны, и у нас вот нет вот этого давляющего, то мы там обязаны какие-то показатели, но при этом мы сами считаем эти показатели. Нам важно понимать, какому количеству людей мы интересны, какая у них обратная связь. Динамику, да. Да, видите. динамика. Кто приходит. И из всего этого мы понимаем на данный момент, во всяком случае, вот именно ориентируясь на ту информацию, которая у нас есть, какие выставки сейчас вот интересны горожанам, там, а какие вот интересно молодежи, а какие интересно более взрослому поколению. То есть мы все считаем, да, Дамир? Да, мы четко осознаем, какая выставка интересна общему кругу людей. Есть выставки, которые интересны только людям, развивающимся в культуре или конкретном направлении. Мы анализируем, делаем выводы, улучшаем. Такая вот работа, которая не останавливается. Постоянно рефлексируем. То есть мы недавно еще ввели... У нас всегда были презентации выставки, то есть если кураторский состав захотел сделать выставку, он ее защищает. После того, как он защитил ее, он ее презентует, да, условно, из чего будет состоять выставка, делает презентацию, какие там художники будут. Вот. И теперь мы вот недавно ввели, после того, как выставка закрылась, обязательно рефлексия, что получилось, что не получилось, и как мы хотим действовать дальше. Я вот еще начала думать о том, что у вас же очень разные, в том числе, да, там разные национальные темы. Сейчас вот у вас выставка чувашского художника в Уфе. То есть тоже как бы работа с чуть-чуть разными аудиториями происходит. Я даже вот по своему каналу сейчас уже вижу, что там, если я пишу про Чувашу, это всегда он как бы заходит на ура, это вот как будто бы ядро моей аудитории. Но мне тоже интересно, например, и другие регионы, и страны, и вообще культуры. И когда ты что-то про другое делаешь, как будто бы такое легкое охлаждение чувствуешь, да, а вы делаете вообще выставки про разное. Есть ли у вас, может быть, какой-то ваш секрет или ваше наблюдение, как вообще взаимодействовать? Либо вы уже настолько приучили ваших зрителей, что у вас всегда можно что-то разное увидеть? Мы никогда, кстати, так не рассматривали вопрос. Мы обычно занимаемся тем, чем нам интересно. И вот если нам это интересно самим, то мы находим разные способы донести до наших зрителей вот эту ценность. И вот, наверное, здесь самое важное то, что мы разрешаем себе ошибаться, мы разрешаем себе экспериментировать. И, возможно, это не зайдет кому-то, но мы попробуем. И вот это поле эксперимента, как мы любим говорить, для нас это такой способ понять, а что нам самим интересно. Вот два же подхода. Или мы решаем, что нам интересно, или мы экспериментальным путем приходим, а вот нам интересно. Поэтому зритель тоже так же. Пока он не зайдет, не попробует, не увидит, ага, а вот это про Скивити. А в прошлый раз у нас был Сергей Орлов из Ижевска. Это диаметрально вообще разные подходы, хотя оба из национальных республик. Один из Удмуртии, другой из Чувашии. Оба такие
скажем, мастодонты, которые уважаемые, которые как бы повлияли на плеяду молодых художников. Но при этом это два разных мира, два разных подхода. И наш уфимский зритель, если смотреть, он приходит и так можно, ага. И это искусство, и это искусство. Кто-то нам говорит, это фигня какая-то. Ну вот прям вот такими словами, если там не бывает, хуже. Конечно. Да, а мой ребенок также может. Ну вот мы, наверное, не те, кто будет переубеждать. Классно, что ваш ребенок так может. Классно, что, ну, как бы у вас вызвало это как отрицательную эмоцию. Если это вызвало отрицательную эмоцию, и вы говорите, ну, это разве искусство, значит, вы задумываетесь о том, а что такое искусство, что вам близко по ценностям, что вам близко по своим каким-то вот внутренним, да, темам и тому подобное. И для нас это самое важное. Человек думающий, он и развивает, понимаете, вот это наш мир, нашу страну, наш город. Я тут хочу сказать, что еще тут, наверное, вот ключевое, наверное, из позиции «я хочу это делать, и я это делаю». И вот, в принципе, и меценат нам транслирует эту идею. Если ты хочешь, ты делаешь. Поэтому, да, вот Алия сказал, я повторюсь, наверное, в первую очередь это нам интересно, а потом уже мы транслируем это нашим посетителям. Понятно, мы отслеживаем динамику, мы смотрим на реакцию, но мы не делаем выставку то, как хочет это зритель, потому что это такая утопичная идея. Выставка бестселлера. Да. И в конечном итоге мы можем... Но в этом ваша сила, но она, наверное, заключается еще в том, что вы условно финансово независимы, да, у вас есть там своя определенная база, и вы можете опираться на себя. Да. И быть собой тоже. Да, и позволять себе ошибаться, да. Я ошибся, да, отрефлексировал, окей, пошли дальше. Да, тут самое важное именно понять и принять тот факт, тот результат, который мы имеем. Я не могу сказать, что наши все выставки успешны. Нет. Да. Иногда у нас такая большая внутренняя работа командная происходит, иногда суперболезненная и для меня, как для руководителя, и для кураторской команды, и для менеджеров. Здесь самое важное, как мы с этим справляемся. А мы справляемся уже на протяжении, наверное, 4 лет, да? Вместе как-то справляемся с теми ситуациями, неудобными вопросами и тому подобное. И вот в этом тоже наша сила, что мы разговариваем внутри. Мы каждый раз разговариваем, как хотим, как не хотим, а как можно. И вот это тоже один из тех принципов, на которые мы ориентируемся. Это постоянный диалог с друг другом. Андагала. Дамир, расскажи, пожалуйста, вот ты, наверное, в этом году впервые побывал в Чувашии, да, курировал резиденцию «Стоянка». Как вообще вам пришла идея выбрать именно наш регион? И какие у тебя, наверное, были впечатления от поездки? Мы изначально, когда планировали вторую резиденцию, ну, то есть именно вторую стоянку, Алия, я не помню, в каком году, года 2-3 назад, получается, на первую биеннале чувашскую, она поехала как гость туда, то ли с лекцией, то ли просто ее пригласили. И приехав оттуда, она говорит, вот есть отличные ребята, Саша Никитина, Юля, как тебе идея сделать там резиденцию? Тогда я вообще не понимал, во-первых, расстояние. Я приезжал в Чувашию, когда ехал в Москву, это год, наверное, 15-16 был, и, ну так, это проездом, и то я не заезжал. Вот, и у меня было представление, что это далеко, но какие расстояния-то были, я забыл от Уфы. Поэтому Алия как бы сказал эту историю, и я что-то про нее забыл. Потом, спустя время, через год, наверное, мы начали задумываться уже действительно, где делать резиденцию вторую. И Алия напомнила мне, говорит, вот есть же ребята из Чувашии, давай все-таки с ними поговорим. Юля с Сашей, они начали выходить на нас и говорят, ребят, как вам идея? Вы, когда приезжали, озвучивали, что у вас есть амбиции сделать резиденцию у нас, и давайте как бы рассмотрим этот вариант. Мы такие, класс, нам всегда важно, когда есть принимающая сторона, потому что без принимающей стороны сделать, не знаю, раза в 3-4 тяжелее резиденцию, потому что очень много деталей, которых мы не знаем, и языковых, и каких-то традиций, территорий, места. То есть понятно, что мы ездим туда, конкретно в данном случае я 4 раза ездил в Чувашию для того, чтобы, то есть приземлить туда резиденцию перед тем, как сама резиденция приедет. Но вот без вот этих деталей, которые озвучивает принимающая страна, мы туда не едем.
Вот, и, собственно, Юля начала выходить на нас, она написала пригласительное письмо, мы объявили это нашему меценату, поняли то, что ребята настроены серьезно, и начали делать резиденцию, собственно, там вот. Ездить в исследования, искать территории, место. Саша Никитина таким была нашим проводником в то место, где мы оказались. Наверное, благодаря ей Абашеву выбрали, да? Да. Как ее родину. Было несколько вариантов, я, кстати, даже не помню, что было еще помимо Абашева, но вот один из вариантов был Абашев, мы начали ехать туда, потому что, поехали туда, потому что Саша, как объявила, я, говорит, знаю эту территорию, я там родилась, я знаю место, людей, и для нас это, конечно, приоритет, потому что если где-то на стороне, там надо заново выстраивать эти связи. А когда их нету, тяжелее все намного. Вот, и, собственно, когда первый раз я приехал в Чебоксары, это была зима, насколько я помню, да, и мы приехали в Абашево, зимой деревни выглядят тоже все одинаково, и непонятно, то есть ты не видишь перепад высот, потому что снег все заметает. Mm-hmm. И если ты помнишь, мы так были немного возле устья реки, то есть если смотреть с деревни, то резиденция находилась внизу, и ты не видишь, в принципе, этот палаточный городок, да, условно. Поэтому вот мы зимой не нашли это место. Мы сперва пришли, посмотрели возле пруда, там есть такой отличный пруд самодельный. Сперва было вот это место. Потом, после того, как я уехал, мы регулярно созванивались с Сашей, и Саша говорит, давайте делать там. Но меня смущало одно, то, что нету там теневой стороны. Там очень маленькие деревья, и нету теневой стороны, и прям это сильно меня смущало, потому что невозможно находиться в палатке в солнечный день. И я Саше говорю, слушай, давай попробуем поискать еще другое место. Вот чуть-чуть сдвинемся к лесу. Она говорит, там болотистое место. Похоже, тебе надо еще приезжать. И, собственно, я приехал второй раз. Когда растаял снег, это было в апреле, не знаю, числа 15 апреля. Искали, бродили по территории фермера Валерия Николаевича. И, собственно, вот нашли эту низину, куда мы, собственно, и приземлились. Наверное, нужно слушателям рассказать, кто не знает, да, что такое арт-резиденция, правильно же? Да, стоянка. Стоянка, да. Стоянка — это палаточная резиденция кочевая, которая проходит всегда только летом, и она проходит один раз в 2 года. Вот мы приезжаем всегда на новую территорию, исследуем ее, художники живут примерно месяц там, делают работы, и по итогу мы делаем либо выставку на той территории, куда мы приехали, в данном случае это был Абашево, и Дом культуры Абашевский, вот, собственно, там мы сделали выставку. Первый раз это было село Воскресенское, там мы тоже делали резиденцию. Оно в какой республике? Это Башкортостан, то есть первую резиденцию мы делали в Башкортостане. На юге Башкортостана есть такая русская деревня Воскресенская, вот, собственно, мы там делали. Вот и вторая, собственно, вот этим летом была в Чувашии, в Абашево. Но надо понимать, что палаточный городок — это не тот привычный городок, который представляют себе, когда слышат жить в палатке. То есть там достаточно очень комфортные условия. Это 4-местная палатка для одного человека. Там есть стол, раскладушка, пенки. То есть это все для того, чтобы удобно существовать. Также есть там Wi-Fi, есть общая зона, кухня. А вы как-то даете им эти смысловые импульсы, когда они приезжают в палаточный городок, да, вот как работать, что делать? Или просто исследуем территорию и вот своими творческими методами можете как-то ее обозначить? Как вы направляете? Мы стараемся задолго до приезда художников разговаривать на разные темы. Мы, получается, до того, как случился заезд резиденции, за 3 месяца или за 4 мы начали узнавать, во-первых, что художникам интересно, какие темы. И Саша Никитина выступала, с лекциями погружала, рассказывала про село, какие там истории есть, с какими темами можно поработать. Это первое. Второе, мы скинули кучу литературы перед тем, как художники приедут, чтобы они прочитали ее, чтобы тоже понимать, хотя бы, чтобы на одном языке мы разговаривали. И, понятно, мы ходили там, условно, самые примитивные истории — это зайти как минимум в Яндекс.Карты и понять вообще, где ты будешь находиться, что там рядом есть. Группы ВКонтакте какие-то мы покидали, чтобы люди тоже заходили, посмотрели, чем жители занимаются, о чем они общаются, какие темы их интересуют. То есть такое достаточно простое, примитивное, но это очень важное исследование, потому что когда ты приезжаешь на территорию, ты начинаешь понимать, я про это читал, про этот родник я смотрел в группе ВКонтакте, там ребята пишут про это озеро. Из этого общая картинка складывается. И ты примерно понимаешь,
Угу. Вот была библиотека, давайте сходим в библиотеку, потому что я читал про нее ВКонтакте, или Саша Никитина выросла в этой деревне и была там, проводила очень много времени в этой библиотеке, и как библиотекарши ее помнят. Мы когда пришли туда, Саша там очень давно, лет 20, ну не знаю, не лет 20, наверное, лет 15-20 не была. И когда мы пришли туда, библиотекарша такая говорит: Саша, это же ты, как бы, я тебя еще такого маленькой помню. Ну да, это такое интересное. И для нее тоже, наверное, новое погружение получилось. Да. Саша мне тоже сказала, вот для меня уже давно не было такое, вот Абашево, после того, как я уехала из Абашева, для меня вот оно как бы где-то далеко было, я приезжал к маме, но вот этим летом, учитывая, что она регулярно туда приезжала, чуть ли не, можно сказать, через день, она сказала, что я вот заново как-то полюбила Абашева и прониклась к нему. И я вспомнила, как я проводила здесь детство, и я почувствовал себя таким ребенком, когда вот она приезжала. Но у вас же в резиденцию приехали как раз художники абсолютно из разных республик, из разных национальностей. Интересно, как вот вы варились в этом творческом котле? Может быть, у вас какие-то были интересные истории, вообще язык? У нас, я не помню, кто это сделал, у нас такая история была. На холодильнике висел огромный плакат, и все писали на чувашском, какие слова мы узнаем. Но помимо этого и какие-то истории языковые, если вдруг там Лясян из Челябинска узнавала про, как мы говорим в Уфе, на башкирском какие-то словечки вот между собой. Ну и также ребята из Сатарии тоже выписывали. Ну, то есть мы обменивались такими словечками, которые вот не знает, во-первых, никто, либо вот такой между собойчик, да, условно, мы перекидываемся словечками, и это никто не знает. Например, мы с Машей там, или Альфия с Таней, вот они тоже регулярно общаются, у них есть какой-то слог свой. В целом, учитывая, что достаточно, сильно разные языки, нам было интересно узнавать, мы все время читали, изучали, скидывали какие-то определения, и плюс у нас в Телеграм-канале, вот в Телеграм-чате нашей резиденции мы создали одну ветку, глоссарий он называется, и мы туда скидывали слова, которые узнали, которые нам показались смешные или какие-то показались интересные, чтобы их не забыть, чтобы запомнить их, мы скидывали в этот чатик. И вот итоговая, получается, выставка, ваш перкенчик, покрывала. Была сначала в ДК в Абашево показана пару дней, да, потом в музее чувашской вышивки. Скоро в каких датах будет в Замане показана? Она планируется в апреле, март-апрель, вот примерно 2 месяца, может быть, чуть-чуть перейдет на май, посмотрим, как выставка следующая закроется. А как вы пришли к этой выставке, как вы ее собирали, как, может быть, концепцию находили, как кураторы в том числе? Слушай, я когда приехал в Абашево, Маша еще, она была в Уфе. Маша Сарычева, тоже куратор Юлдаш, по-моему, так называете, да, Замана. Маша, привет. Маш, привет. И она приехала позже, потому что, я не помню по каким причинам, но когда я приехал в Абашево без нее, я пришел в этот театр. То есть у нас изначально была идея сделать фойе этого театра, фойе этого Дома культуры. Потому что когда мы первый раз приехали зимой, мы пришли туда, мы посмотрели на это входную группу, и она нам показалась интересной. Но после того, как мы приехали летом туда, ее полностью перекрасили в белый цвет, а мы намеренно избегали вот этого white cube, чтобы вот отойти от этой истории галерейной. И я когда пришел туда, я такой понял, тут делать мы точно не будем, потому что это неинтересно. И начал ходить по Дому культуры, зашел в этот актовый зал, он огромный, и я такой, вау, театр, я не знаю, по-моему, 73-го года он там был, театр жителей этого села, они сами делали постановки там. И я, когда зашел туда, я такой, вау, это круто. Во-первых, она очень объемное пространство, и хотелось сделать выставку, выйти вот эти загалерейные стены. И я позвонил Маше в этот день, по-моему, мы каждый день созванивались с ней. Я говорю, Маш, слушай, вот та идея, которую мы изначально с тобой обсуждали, она точно к нам не подходит. Ты, когда приедешь сюда, ты увидишь театр, и я предлагаю делать там. Почему? Потому что есть закулисье этого театра, внутрянка, есть основная сцена, есть зрители. То есть вообще идеальная история для того, чтобы вот туда приземлиться. И в тот момент, когда я уехал, мы с Машей менялись вот так вот, передавали резиденцию из рук в руки. В тот момент, когда я уехал, Маша приехала и пришла в театр, и она говорит, Дамир, слушай, надо делать там точно, потому что эти огромные тканевый занавес красный, он тоже дает свою такую приятную атмосферу. Я прям влюбился в этот красный цвет бархатный, потому что он такой
создавал... Вот на самой выставке, я не знаю, помнишь, не помнишь, там мы полностью закрыли занавес, и... Я не была в не ДК, была, да? Я только была вот в музее Чувашского. Да, и мы полностью закрыли занавес и чуть-чуть подняли шторку, чтобы ты как бы мог зайти вовнутрь сцены и посмотреть, что там происходит. Вот я прям был влюблен в эту историю. И вот, насколько я помню, и прекрасно, наверное, понимаю, что та выставка, которая случилась в театре, она настолько уникальная, что мы не смогли ее перенести в музей Чувашской вышивки. То есть там была уже такая ретрансляция про то, какая была резиденция, и то, какая была выставка в Абашево. Угу. Вот, она, на мой взгляд, получилась не такая вкусная, как в Абашево, потому что там вот это вся и аура, и объем этого пространства, он дает вообще другие ощущения. Я просто, я считаю, что это, наверное, не знаю, одна из любимых выставок, которую вот я делал в рамках резиденции, вообще, в принципе, свою практику. А местные жители приходили к вам? Интересно, как они реагировали вообще на такие творческие преображения с современным искусством? Слушай, жителей было очень много, почти полный зал пришел, я не знаю, человек, наверное, 80. Наверное, из них, наверное, человек 50-60 это были жители села, и остальные это приезжие из Чебоксар. Вот, и в принципе, даже Валерий Николаевич, который фермер наш, он такой, скептически был настроен, потому что приехали какие-то художники, что-то делают, непонятно вообще. Красят ткань там по земле, раскидывают. Таскают что-то ткань, пачкают, рисуют, непонятно. Но он пришел, и он так посмотрел и такой, слушайте, вы очень круто сделали, чуть-чуть преобразили это место, потому что театр уже почти не работает, они туда уже и не ходят особо. И они посмотрели на это место как-то по-новому, что вот приехали какие-то новые ребята, молодые ребята, пересобрали это место вообще полностью, показали, как можно работать с этим пространством по-другому. Выступления, рассказы, экскурсии, все это они внимательно слушали, и потом уже мы в кулуарах обсуждали, что они, вау, спасибо, ребята, мы не ожидали, что такое будет. Вот как-то, наверное, так. И понятно, что библиотекарша, точнее, работники Дома культуры, там 3 человека, библиотекарша, управляющий параллельно художник и еще один тренер, который тренирует молодых мальчиков то ли боксу, то ли борьбе. Вот это, в принципе, 3 человека, которые взаимодействовали с нами через вот этот Дом культуры, они представители были. Вот они тоже все пришли. И библиотекарша, она просто была влюблена, потому что очень мало людей ходит в библиотеку в деревне, в селе именно. Приходит там 1-2 человека, в лучшем случае в день, а тут мы 24 часа, можно сказать, проводили время в библиотеке, потому что для нас это было такое пространство, где мы могли поработать за компьютером, там у нас был интернет, и, в принципе, было важно общаться вот с ней, регулярно какие-то вопросы задавать, если у нас возникают. А она тот человек, который знает все про село, потому что она является таким передатчиком информации. Андагала. Все-таки иногда я мыслю стереотипами, это признаю. И вот у меня в голове стереотип, например, мы институция в Уфе, мы должны там развивать что-то башкирское, уфимское. Мы институция в Чебоксарах должны делать там чувашское. А у вас наоборот, вам интересно все понемногу, получается, как-то это очень новаторский подход, в том числе, наверное, для там регионов Поволжья, как будто бы. Может быть, сейчас он будет развиваться на фоне всех наших новых трендов, событий? Я думаю, что мы еще... Есть вещи, которые происходят, но они просто не видны. Это вот грант «Замандаш», это, мне кажется, вообще суперская история. Во-первых, за счет этого гранта мы находим людей, которые работают вот в тех регионах, которые нам интересны. То есть ключевая, одна из целей этого гранта — это определить людей, которых мы не видели. Потому что в дальнейшем мы понимаем, в Челябинске есть ребята, с кем можно поработать. Мы привлекаем их на выставочный проект. У нас такие истории были с Чувашией, с Удмуртией, с Оренбурга. Поэтому это первое. И второе, за счет этого гранта у нас получается в рамках этого гранта 3 номинации. Есть 2 проекта по 200 тысяч, и один вот как раз в этом году это про Скивити. Ребята выиграли. Это 400 тысяч, которые реализуются в рамках стен Замана. Вот, по 200 они не выставляются у вас? По 200 не выставляются, мы даем эти гранты для того, чтобы они реализовали на своих территориях. Да, и это нам важно, мы это намеренно сделали для того, чтобы те территории, которые они представляют, они развивались и без нас, без нашего участия. Это тоже наш такой, не то чтобы болезненный, это та история, где мы регулярно думаем, улучшаем, рефлексируем. То есть первый опыт, первый год мы когда делали 2 года назад, мы поняли, что мы хотим давать ребятам
которые уже делали проекты, и мы хотим их поддерживать, потому что люди, которые не имеют опыта делать проекты, нам приходится вовлекаться в это самим физически. Наши менеджеры включаются для того, чтобы этот проект создался. Но это странно. Мы даем деньги для того, чтобы в конечном итоге мы еще делали этот проект. Вот, поэтому мы намеренно немного поменяли стратегию. В этом году мы дали Даше из Оренбургской области 251 проект и ребятам из Челябинска, там резиденция. Вот, ну и Параскевити, с этим ты уже знакома. Тут тоже как-то нужно, получается, попасть под то, чтобы вам это понравилось. Нет определенных четких критериев, да, ты можешь заниматься разными видами искусства, разными темами, просто как-то найти с вами общие точки соприкосновения. Мне кажется, что нет, немного другие критерии у нас отбора. У нас точно более профессиональный подход. Нравится, не нравится, мы вот так вот не мыслим, когда отбор у нас идет. У нас есть четкие критерии, которые прописаны, их разработали сами кураторы, и вот как бы есть кураторский шорт-лист, лонг-лист, и дальше они отправляют нам с Марат Марсовичем. Бывает, что я бываю не согласна, но это не значит, что меня надо послушать. Да. Как бы здесь очень важна аргументация, чтобы сами кураторы понимали, кого они выбрали, что это их выбор, и он как бы, ну как сказать, вот этот осознанно осмысленный, потому что он соответствует вот этот выбор вот тем критериям, которые они прописали. Потому что даже их выбор, можно сказать, влияет на то, как дальше будет развиваться институция. Вот, наверное, я скажу это очень как-то глобально звучит, громко, но так и есть, потому что через эти проекты, которые кураторы выбирают, как раз идет репрезентация нашего замана, нашего музея. И они не только как бы выбирают проекты, они выбирают то, каким будут воспринимать заман. Я бы, наверное, даже вот так вот развернула бы, наверное, ответ, потому что вот эти вот художники, те, с кем мы работали благодаря гранту «Замандаж», и я сейчас смотрю, как они развиваются вот там в других регионах, уже тоже Урал, Поволжье, они начинают делать проекты, и они становятся видимыми, узнаваемыми. И я смотрю, как их художественная практика развивается, и я вот вижу наш вклад, что ли, в это, или как-то влиянием, возможно, на их траекторию развития как художника. И вот это ценно, когда вот ты видишь результаты своей работы как институции, ты видишь смысл в этом. Наверное, вот так я скажу. Сильно и красиво. А мы тут немножко обсудили с Дамиром резиденцию «Стоянка». Интересный формат кочевой, да? Почему выбрали тоже кочевой стиль? Кочевой? Я хочу сказать, что мы его не выбирали. У нас так все случилось в нашей жизни после 2021 года, что мы вынуждены, наверное, жить и работать в тех условиях, в которых мы не выбирали, но в которых мы находимся. Вот эта ёмкая формулировка, которую придумала Маша Сарычева для одной из наших выставок, подходит вообще для всей нашей работы, потому что изначально у нас должно уже в 2024 году было открыться здание. И вся наша работа, она совершенно по-другому бы строилась, если бы у нас было здание. Но отсутствие здания — это и наша боль, и наша сила, потому что нам приходится переизобретать вот эти все разные форматы, в которых мы можем работать. Ну, мы не можем куда-то пригласить художников, у нас нет ни мастерских, ни каких-то, да даже офиса такого, чтобы вот художники могли там приехать и что-то поделать вместе. Поэтому у нас даже нет лекционного лектория там, или для публичных событий мы там в кофейнях ютимся или еще где-то ищем у дружественных проектов. И поэтому я думаю, что логично было, что ребятам, Дамиру вообще в голову пришло вот арт-резиденция именно кочевая, номадическая. И с Машей они этот проект уже 2 года подряд, и даже больше, но по сути 2 проекта, поэтому я говорю 2 года, реализовывают. И самое интересное, что если рассматривать с точки зрения вообще номадических практик, у нас в основном все проекты подходят под
это определение кочевые, номадические. И, наверное, вот именно в данное время вот это вот номадизм, вот эта вот способность как бы делать проекты, работать с командами, которые находятся удаленно, которые при возможности вы где-то встречаетесь, делать проекты там не на своей только территории, которая тебе знакома, но и на той территории, которой тебе приходится исследовать, знакомиться, выстраивать какие-то связи. Это вообще один из самых важных навыков нашего времени, не только в искусстве, но и в жизни. И поэтому вот с одной стороны это вынужденность, но с другой стороны вынужденность, в которой которая так раскрылась, что вот мы в этом видим свою миссию, наверное. Ну, мне кажется, этот проект идеально ложится в нашу концепцию, да, условно. Да, как будто вот вы его так и придумали. Да, и у нас есть те регионы, которые мы исследуем. Это идеальный сценарий, когда мы приезжаем туда. Да, мы кочуем, приезжаем, знакомимся, делаем проекты. Мне кажется, это вообще в нашу десятилетие, как минимум, он ложится идеально. Ну, меня еще вдохновляет тем, что как бы здесь, ну вот каждый про свое говорит всегда, я вот про Чебоксары сравниваю, что нам не хватает какой-то такой площадки, чтобы там что-то было, а как будто бы ваш опыт показывает, что не всегда нужна площадка определенная, да, что иногда можно просто, если есть желание, договариваться где-то что-то делать, и это здорово. Спасибо большое, что пришли. Поскольку у нас такой сезон будет гостевой, я бы вас попросила еще, может быть, рассказать что-нибудь об Уфе, дать советы, рекомендации слушателям, кто захочет приехать туристам, что посмотреть. Я бы раньше посоветовала сходить на памятник Салавата Юлаева. Не могу о нем не сказать, потому что сейчас он на реконструкции. Очень ждем его, что скоро его вернут, и он будет радовать наших гостей и горожан. Вот. Ну, из важного, наверное, я бы сходила бы в археологический музей, посмотрела бы на золото сарматов, потому что я считаю, что это достояние вообще нашей какой-то одной из цивилизаций, которую можно посмотреть в Уфе. Плюс я бы просто прогулялась по городу и посмотрела бы на эту эклектику, ту несовмещаемую совмещенность, что ли, всех стилей и всего, что есть у нас в городе, потому что наш город не подходит под какое-то определение. Там, например, как в Томске где-то развивает деревянное зодчество, да, или где-то, наоборот, более современная там или советская постройка. Вот поэтому для меня наш город — это такой котел всего, что можно увидеть, наверное, во всей России. Что-то им прям башкирского, вот прям сходите, вот там вот, я даже не знаю, есть ли у нас такое. То есть у нас вот нету ярко выраженного вот этого башкирского, что, наверное, в Казани, например, когда ты приезжаешь, есть вот татарское, ты понимаешь, что ты в Татарстане. У нас такого нету. У нас вот все очень намешано. Ну, я бы, наверное, в первую очередь порекомендовал посетить Заман. Потом Национальный музей. Мне кажется, если ты вот как турист, это идеальный сценарий, когда ты знакомишься очень быстро с историей региона, с городом. Там тоже, потому что есть один зал про город. Вот, наверное, так. А потом я бы, наверное, да, просто фланировал по городу. И причем не обязательно по центральным улицам. Понятно, что это важная история. Но ходил бы, бродил бы, ну, наверное, вот так вот. И понятно, что идеальный, конечно, сценарий — это доехать до Черниковки, но это совсем другой край города. Если есть время и амбиции, то, конечно, лучше посетить. А я еще хотела сказать, что Уфа потрясающее расположение рядом с Уральскими горами, то ты не обязательно даже как бы даже если у тебя стоянка в Уфе там день, то ты можешь съездить куда-то на Айгир, на Банное, Горнолыжку, да, вот если сейчас. И плюс еще есть у нас визит-центр музея Турахана, который скоро обещают открыть, тоже будут строить. Там тоже есть интересная экспозиция, посвящена кочевой цивилизации как раз-таки. То есть рядом есть город Бирск с Черковым, Стерлитамак, то есть
Уфа тоже окружена разными локациями, куда можно съездить одним днем. Геопарк Таратав, например, или в несколько этапов. Да, я с Ильей соглашусь, потому что я бы, наверное, съездил на Шиханы, да, понятно, потом заехал в Воскресенское, посмотрел бы, это русская деревня на юге Башкортостана, съездил бы в Бирск, это купеческий городок. Ну, то есть, мне кажется, вот если ты поездишь по этим селам, по деревням, по городам, то ты поймешь, насколько разный Башкортостан вообще. И по архитектуре, и по населению, да по всему. У нас недавно мы изобрели новое слово «бахтияр» называется. Я хочу об этом сказать в этом подкасте, потому что бахтияр — это такое явление, в котором башкиры радушно принимают гостей и говорят, что... И вот даже не говорят, а как отправляют посыл счастливого пребывания на башкирской земле. Поэтому всем бахтияра. Здорово. Но на этой ноте мы заканчиваем. В общем, ребята, приезжайте в Уфу. Здесь вас ждет Бахтияр, Заман, выставки, искусство горы. И слушайте подкаст Танта Кала. До встречи. Чипер. Всем пока. Пока-пока. Смешно. Мы закончили.